Это последнее видео каменного менгира, охранявшего эту землю несколько тысячелетий. Трехметровый истукан с головой воина в ассирийском шлеме, с четко вытесанным лицом и руками скрещенными на животе, на плато-ирахит-сырт, по заверениям историков, появился в VII веке до нашей эры. 22 июня 2008 года символ исчез. Позже его обнаружили на дне пропасти. К этому менгиру многие десятки тысяч лет. Вот выпало на наше поколение такая неприятная весть. Какие-то недочеловеки или украли, или уничтожили. Короче, его нет. Кому и зачем было выгодно уничтожение менгира, неизвестно по сей день. Изваяние считалось символом мира и привлекало туристов. Сам символ не имел ни религии, ни национальности. Был установлен предками и русичей, и кабардинцев, и балкарцев. То есть он не является конкретно чьей-то религиозной или национальной святыней? Это он был установлен еще до того, как возникли основные религии. Восстановлению менгир не подлежал. Он упал с 200-метровой высоты и рассыпался на несколько частей, вес которых превышал сотни килограммов. В 2008 году группа энтузиастов из Пятигорска все же отправилась в экспедицию по спасению хотя бы части менгира. Осколки доставили в Пятигорск, где члены местного отделения Русского географического общества решили восстановить историческую справедливость. Эти куски ставим обязательно в каждую копию, по куску. И этим мы как бы возвратим силу этого камня. Инициатором восстановления выступил краевед Владимир Стасенко. Был объявлен сбор средств. Жизнь нового менгира должна была быть вечной. Стелу создавали с помощью современных технологий из кварцевого песка и цемента с применением биополимерной присадки, делающей бетон самозаживляющимся и упрочающимся со временем. Впервые мы столкнулись с проблемой восстановления исторического знака, который здесь стоит, в общем-то, с незапамятных времен. Сложность была только в одном, чтобы отреставрированное, восстановленное изображение как можно точнее соответствовало тому оригиналу, который нам был дан представителями географического общества. Новый истукан состоял из нескольких частей, вставленных друг в друга. В имеющуюся полость положили части от настоящего менгира. 2 года кипела работа по созданию точной его копии. Географы, скульпторы, историки спорили, вносили уточнения. Ведь нужно было сохранить не только внешний вид, но и энергетику каменного изваяния. Чтобы менгир сей стоял во веки вечные, и никто не посягнул более на священные памятники нашей культуры. Историческая справедливость торжествовала недолго. Этим летом туристы не обнаружили изваяния на привычном месте. Обследовали, ребята посмотрели, увидели, что это сделано было уже экскаватором. То есть весной этого года серьезной техникой был выковырен, потому что мы его сделали так, чтобы человеку нельзя было выломать. Ну, против лома нет приема. Там строится дорога и мощная техника, очень мощная землеройная техника есть. И следы ковша экскаватора прямо как выковырнули его и сбросили, по-видимому, опять вниз. Уничтожение памятника в истории и культуры на Северном Кавказе стало делом привычным, а главное – ненаказуемым. Охранять свое прошлое от варваров и вандалов пока не удается. Если такое время и наступит, то от наследия предков уже ничего не останется. Виктория Герасименко, Денис Ковалев, Юрий Талошный, РНТВ, Северный Апрель, Брусья.